В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Министром экономики Якутии стал Денис Белозеров. Его кандидатуру на этот пост утвердили народные депутаты республики в ходе пленарного заседания Государственного собрания Илтумен. Напомню, что в марте этого года Денис Белозеров указом руководителя региона был назначен на пост исполняющего обязанности министра экономики. Что касается бывшего главы ведомства Михаила Осипова, то он продолжит заниматься формированием госпрограмм и бюджета Якутии в качестве первого заместителя председателя правительства региона. Его кандидатуру также утвердили в парламенте. У молодых специалистов Якутии появилась возможность трудоустроиться в крупнейшую многонациональную нефтегазовую компанию British Petroleum. Это стало возможно благодаря переговорам с президентом British Petroleum Russia Дэвидом Кэмпбеллом. Действительно, в результате переговоров руководства министерства с директором BP Russia была достигнута договоренность о прохождении производственной практики студентов из Якутии, которые проходят обучение в ведущих нефтегазовых вузов страны и возможном их дальнейшем трудоустройстве на предприятии с участием British Petroleum. Речь идет о работе на Среднебатубинском нефтегазоконденсатном месторождении, которое разрабатывает совместное предприятие Роснефти и BP ООО «Тасюряхнефтегазодобыча». В перспективе сотрудники могут перейти в головные офисы компании. Отмечу, что British Petroleum имеет 49% акций ООО «Тасюряхнефтегазодобыча» и влияет на производственные процессы. Японские компании Камай Haltech Incorporated и Mitsui Company Limited намерены расширить сотрудничество с Якутией. Так, помимо совместного проекта по строительству ветропарка, руководство компании заявило о желании рассмотреть и другие перспективные проекты по развитию возобновляемых источников энергии в Якутии. В качестве вариантов рассматривается реализация проекта в поселке Черский Нижнеколымского района. Там стоит вопрос строительства дизельной электростанции, так как с 2019 года планируется поэтапный вывод из эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС с полным выводом электростанции из работы в 2021 году. Также перспективными проектами для совместной реализации могут стать строительство судоремонтной верфи и моста через реку Лена. Начальник департамента инфраструктурных проектов Mitsui Company Коноски Суги отметил, что японский банк для международного сотрудничества заинтересован предоставить линию финансирования правительству республики. Для более детального обсуждения по развитию сотрудничества специалисты планируют посетить Якутию в ближайшее время для обсуждения всего спектра вопросов. Интерес к Якутии проявляет также Корея. Компания LG International заинтересовалась возможностью строительства связующих газопроводов на территории Якутии. Об этом в своем инстаграм написал министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов, который обсудил вопросы сотрудничества с вице-президентом LG International господином Йонг Хун Чонгом в Сеуле. По словам министра, в западной нефтегазовой провинции Якутии есть около 10 разведанных месторождений с нераспределенным фондом. Присоединив эти небольшие месторождения к основной магистрали, республика получила бы еще один источник усиления бюджета и трудоустройства местных кадров. Компания «Алроса» планирует вести разведку и добычу Зимбабве. Генеральный директор компании Сергей Иванов посетил с рабочим визитом страну и встретился с президентом Эмерсоном Мнангагва, с которым обсудил возможности инвестиций в разведку и добычу алмазов на территории Зимбабве. Мы не исключаем для себя возможности участия в перспективных совместных проектах в области геологоразведки и добычи алмазов на территории Зимбабве. Видим в них большой потенциал, хотя говорить о каких-то конкретных договоренностях пока рано, сообщил Сергей Иванов и отметил, что встреча с президентом была очень продуктивной. Правительство Якутии предложило Минфину Российской Федерации продлить сроки выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке. Речь об этом шла в ходе специального совещания с главой ведомства Антоном Силуановым. Сейчас в правительстве Российской Федерации готовится решение о присоединении Западного и Центрального районов энергосистемы Республики Саха-Якутия к единой энергетической системе России и отнесение указанных районов к неценовой зоне оптового рынка электрической энергии и мощности Дальнего Востока. Если такое решение будет принято, то после 2020 года, когда срок действия механизма выравнивания тарифов закончится, финансовые затраты на электроэнергию для бизнеса снова резко вырастут. Также произойдет увеличение расходов федерального и регионального бюджетов за счет роста тарифов и субсидий на покрытие межтарифной разницы Северного энергорайона.
Исходя из этого, власти Якутии предлагают не вводить установление раздельных тарифов до окончательного решения вопроса по срокам действия механизма выравнивания тарифов. Во-вторых, продлить срок действия этого механизма на бессрочный период в целях стимулирования развития бизнеса и недопущения роста бюджетной нагрузки для субсидирования локальной энергетики. Мы понимаем, что до 2020 года остается не так много времени, поэтому форсируем решение этой проблемы. Чтобы позиция Минфина в этом вопросе была четкой, чтобы не допустить возвращения к старой схеме, которая неизбежно приведет к новым сложностям в локальной энергетике, сказал руководитель региона Егор Борисов. В навигацию 2018 года в Якутию будет завезено 1 миллион 150 тысяч тонн грузов. По сравнению с 2017 годом объем завоза грузов уменьшился на 143,2 тысячи тонны. Уменьшение произошло в основном за счет снижения завоза строительных материалов для нужд строительства автомобильных дорог в Вилюйской группе районов и нефтепродуктов для производственных нужд Алмазы Анабара. Так как в прошлом году была вынужденная мера замещения сырой нефти. Северным морским путем планируется перевести более 80 тысяч тонн грузов, в том числе уголь для нужд Сахаэнерго на реку Яна и нефтепродукты в поселок Тикси Булунского района и на реки Анабар и Колыма. Около 500 человек пришли на ярмарку вакансий в Неренгринском районе Якутии. На сегодняшний день на учете в Центре занятости стоят 344 человека. Кроме того, общая численность безработных составляет 2354 человека. На работу неренгринцев приглашали такие угледобывающие компании, как Якутуголь, Колмар, Эльгауголь, а также Сайсары. Всего 13 предприятий. Ярмарка вакансий в администрации стала одним из самых массовых мероприятий в рамках Года содействия занятости. К ее открытию пришли порядка 200 человек. Всего за консультациями и направлениями в кадровые службы предприятий обратились около 500 граждан, ищущих работу. Якутия и Национальная организация туризма Кореи будут сотрудничать в сфере маркетинга и продвижения обеих территорий. Переговоры с управляющим директором организации госпожой Чонг Ай Ким в рамках рабочего визита в Корею провел министр инвестразвития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов. По его словам, развитие туризма – это еще один эффективный способ монетизации товаров местного производства. Развивая эту отрасль, мы не только повышаем качество сервиса и строим новые объекты инфраструктуры гостеприимства, но и, по сути, экспортируем собственную продукцию. Сувениры, ювелирные изделия, яркие впечатления и многое другое – это то, что заберут с собой туристы, оставив у нас взамен твердую валюту, отметил Сафронов. Компания «ГЛОНАСС» прекращает получать государственное финансирование, потому как организация перешла на самоокупаемость. Это подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы. Об этом Владимиру Путину доложил зампред правительства Дмитрий Рогозин. Объем рынка аппаратуры спутниковой навигации Российской Федерации растет радикально. В 2015 году он составил 2,4 миллиарда рублей, в 2017 уже 15 миллиардов рублей. Дополнительный 1% к внутреннему валовому продукту России обеспечит подготовка и проведение чемпионата мира по футболу. Экономика страны получит около 820 миллиардов рублей. Эксплуатация построенной к ЧМ инфраструктуры и увеличение турпотока могут приносить дополнительные 80-110 миллиардов рублей к инвестициям и 120-180 миллиардов рублей к ВВП ежегодно на протяжении следующих 5 лет. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.